Ну, здесь, в Москве, мы стараемся одеваться, наверное, максимально просто. Джинсы, кроссовки, майка. Это я сегодня только для вашего случая одела юбку. А в Агинске я тоже всегда приезжаю, как ханыга, наверное, одетая. Там ботинки какие-то мужские, рваные джинсы. Меня всегда радуют девушки, которые стараются максимально одеться, там, одевают костюмы. Да, я никогда не одевала костюмы, вот как платье. Ну, одевается же обычно платье или там кофта и юбка. А там одевают костюм, пиджак с юбкой. Я всегда смотрела, как мама у меня одевается. У нее всегда был блузка, костюм и туфли, вот, отдельно как наряд. В Бурятии я бы сказала, наверное, если честно, ну, так как я давно не была, не могу сказать ничего. Я была там последний раз 6 лет назад, наверное. И это было летом. Ну и учитывая то, что Китай находится рядом, а так как Китай это, ну, самый большой копирщик моды, в этом случае, конечно, у нас девушки одеваются очень, ну, если правильно все подобрано, то изысканно, я бы сказала, потому что китайские вещи, они шьются очень хорошо. Соответственно, и в Агинске тоже у нас же люди ездят до Улан-Удэ за покупками. Поэтому, да, ездят, конечно. Кто-то ездит в Москву. У меня есть знакомые, подруга мне всегда заказывает платье, чтобы я купила здесь, в Москве. И купить платье из Зары и отправить туда, так девушка будет вообще уникальна, потому что Зары нет там. Закрываются что, магазины? Я еще не слышала об этом. То есть Зару-то я вообще люблю джинсы Зара. Самые любимые джинсы, потому что они стоят 3000 рублей, да, я одел, выбросил и пошел дальше. То есть и не жалко.